Какие возможности увидели российские реставраторы для восстановления художественных полотен, пострадавших от пожаров картинной галереи? Как предполагают взаимодействовать с абхазской стороной в этой работе? И насколько важно сотрудничество между нашими странами? Об этом поговорим со Светланой Горбуновой, заведующей реставрационной мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, и Александрой Орловской, художником-реставратором высшей категории Государственной Третьяковской галереи. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Александра. Добрый день. Очень рада вас видеть здесь. Итак, какие возможности вы увидели, вот вчера вы приехали, увидели для того, чтобы пострадавшие от ужасного пожара в нашей картинной галерее работы можно было бы восстановить, в какой степени? Вообще, какое-то ваше общее впечатление было бы интересно узнать. Вот сейчас мы как раз занимаемся тем, что сортируем, осматриваем, описываем, выявляем все повреждения, которые нанесены вследствие пожара. Повреждения, конечно, серьезные, масштабные, прямо скажем, и требуют большой работы. Но я думаю, что это проблемой для нас не является. У нас большой практический опыт, так как мы помогаем музеям всей страны. И к тому же у нас большой опыт в работе именно с произведениями, пострадавшими в пожаре. Эта работа сложная, но тем не менее уже опыт наработан довольно-таки серьезный. Александра, может быть, вы тоже бы высказались, да, вы посмотрели своим взглядом, скажем так, на эти работы, и, видимо, специфика пострадавших им в огне, да, работ какая-то определенная существует, да? Что вы могли бы сказать? Безусловно, мне хотелось бы добавить, что, конечно, это большая беда, и для нас очень радостно и важно, что в такой ситуации мы можем как бы помочь, протянуть руку помощи и воспользоваться своими знаниями, своим опытом, своей, собственно, вот организации. Много центральных организаций откликнулось на эту беду, и мы приехали большой командой. Нам очень важно, что мы вот тоже так дружно все вместе работаем и делимся и своим опытом, и у каждой организации есть какая-то своя специфика, и, соответственно, этот опыт будет каким-то образом объединен, что очень важно для нашей работы, безусловно, сейчас. Происходит этап, конечно, такого первого анализа, осмысления и понимания вообще, собственно, что мы имеем и с чем нам предстоит работать. На данном этапе мы каким-то образом сортируем эти вещи по каким-то степени вообще поражения и делаем необходимую фотофиксацию для того, чтобы мы потом могли этой фотофиксацией также пользоваться для того, чтобы проанализировать, с чем предстоит работать и как дальше выстраивать эту работу, потому что на данном этапе нужно просто собственно, выстроить вот эту некую стратегию, как мы дальше будем действовать. Сейчас параллельно с анализом мы проводим еще и первые противоаварийные мероприятия. То есть мы сегодня уже зафиксировали порядка 10 больших вещей, была нанесена профилактическая заклейка, мы зафиксировать какие-то серьезные красочного слоя, и эта работа, которую делаем мы сейчас, в дальнейшем позволит нам, собственно, уже это некий этап, который сейчас уже происходит, что очень важно, и понимать уже какую-то стратегию, методику, реставрационную методику, которую мы будем применять. Конечно, вещи разные, разного времени требуют абсолютно индивидуального подхода, но, в принципе, какое-то уже понимание, с чем мы будем иметь дело в будущем, у нас есть. Вы знаете, когда это произошло, сразу министр культуры России откликнулась, и нам было, просто реально очень приятно, и это действительно было настолько оперативно, настолько вовремя и настолько от души, да, что мы здесь прямо, душа расцветала, можно так сказать. Как вы отнеслись к тому, что нужно поехать, как восприняли эту информацию? Интересно, люди-специалисты, которые именно пришли на помощь, скажем так.
Ну, я, собственно, с этого и начала, да, свою речь, что как раз для нас очень важно, приятно и ценно, что мы привезли много инструментов, мы продумывали какие-то, представляли, что нас ждет, мы привезли какие-то рабочие материалы, которые сейчас активно используем, мы привезли клеи, и мы пытаемся применить все, что у нас сейчас есть. Просто сроки сейчас у нас очень сжаты, и мы пытаемся как-то оптимизировать свою работу, чтобы максимально много успеть сделать за этот короткий срок, и чтобы эта работа уже легла, которую мы делаем сейчас, в основу, собственно, дальнейшей будущей стратегии и методики, с которой мы сможем двигаться дальше уже по направлению, собственно, к более такой конкретной работе, которую мы выстраиваем. И для нас тоже важно, что мы тут все вместе, много организаций, мы вместе как бы объединенно работаем. Для нас это тоже очень важный, интересный, ценный опыт. И, конечно, мы с большой радостью, с большим воодушевлением откликнулись, потому что, безусловно, это вот такая какая-то, да. Ну, на самом деле это дорогого стоит, вот такая поддержка, и действительно, как говорится, друг познается в беде, и ну, вот я могу и за себя сказать, и за всех, с кем мы говорили, вот чувство благодарности, оно как бы присутствует очень сильно. А вот вы, когда приезжали, вот ваше настроение, то есть вы ощущали себя вот неким десантом, таким, знаете, оперативным, который прибывает на помощь и так далее? Потому что нам приходится в сжатые сроки, мы совершенно не совсем понимали задачу, которая перед нами стоит, поскольку нам было непонятно, что произошло, где мы будем находиться. И поэтому такие настроения были, но тем не менее мы сразу же сориентировались, выстроили стратегию наших действий и сейчас методично работаем, поскольку работа предстоит большая, глобальная, и которую нам необходимо выполнить, пока что вот в краткие сроки нашей командировки. Но мы, насколько знаем, до понедельника вы будете здесь находиться, и вы должны успеть за этот период что сделать? Совершенно верно. В первую очередь наша задача стоит сейчас понять масштаб разрушений, отсортировать те экспонаты, которые требуют немедленного вмешательства, и провести какие-то такие противоаварийные мероприятия. То есть вы консервируете, да, вот состояние? Да, частично, потому что все сделать на месте невозможно. Оборудование у нас только то, что мы смогли привезти с собой. И поэтому здесь мы будем заниматься экспонатами, которые совершенно нельзя перемещать. То есть это грозит утратой какой-то части красочного слоя и разрушения произведений. Остальные мы будем описывать, чем мы сейчас и занимаемся, фотофиксацию проводить и сортировать на экспонаты, которые смогут быть отреставрированы здесь. Экспонаты с тяжелыми поражениями, которые нужно реставрировать в условиях оборудованной реставрационной мастерской, которые, видимо, будут перемещаться именно туда, транспортироваться. Удалось ли вам пообщаться, я знаю, по крайней мере, одного абхазского реставратора, со специалистами, которые как-то вот, с которыми вы просто общаетесь по ходу своей работы здесь? Мы только начали свою работу, и она очень напряженная, и приходится работать без перерыва. Но надеемся, что мы обязательно пообщаемся и подружимся. То есть сейчас вы только вот именно российские специалисты только работают? Нет никаких консультаций, никаких взаимоотношений с, даже с художниками, может быть, абхазскими, или ни с кем пока не на самом деле встретиться? Процесс работы сейчас такой активный, напряженный и, собственно, сосредоточенный, что мы сосредоточены именно на том, чтобы сейчас на данном этапе максимально помочь в том формате, в каком мы можем. Поэтому сейчас вот эта тема противоаварийности, какой-то фиксации на данном этапе, она у нас в приоритете, и мы пока особо не распыляетесь. Пока, да, именно в этом русле сфокусированы. Мне всегда было интересно, как из работы, которая
практически утеряна, да, потеряна. Вот я помню эту историю, да, все вернее, ее помнят, а вы 100%. Картина Даная, да, пострадавшая от северной косы. Вот вроде, казалось бы, как там можно восстановить? Интересно, насколько, вот чуть-чуть секретами вот мастерства реставратора вы могли бы поделиться, просто рассказать о том, что это за работа, чтобы я и наши слушатели имели какое-то представление о том, как совершаются вот эти чудеса. Может быть, какая-то техника, может, это все делается вот прямо скрупулезно вручную. Вот как происходит? Ну, вообще реставрация — это серьезная как бы наука, это очень глубокая профессия, и говорить о каких-то таких простых методиках или чем-то тут, собственно, не приходится. Смысл в том, что реставрация тоже делится на разные этапы. Этапы консервации, этапы реконструкции, восстановления. И если сейчас на данном этапе мы можем говорить только вот о первоочередных, первостепенных, скоропомощных мероприятиях, то потом мы уже будем думать, собственно, о какой-то реконструкции, восстановительной работе, если есть в этом смысл, поскольку каждой вещи тут тоже нужно будет подходить индивидуально, и тут, безусловно, нам потребуются консультации ваших специалистов, в том смысле, что нам пока сложно оценить, какие вещи, например, являются для вас первоочередными и приоритетными в той же самой теме реконструкции и восстановления. Поэтому процент утрат тут тоже имеет большое значение. Если, допустим, процент утрат очень велик, то, может быть, есть смысл делать какую-то консервационную работу и оставлять ее там. То есть это зависит очень от многих каких-то исходных данных, и все это решается коллегиально на реставрационном совете. Реставратор сам не принимает единоличное решение. Это, в общем, общее, серьезное, такое подчас дискутивное принимается решение, которое, как бы конструируется из множества разных аспектов, начиная от сохранности произведения, повторюсь, заканчивая разностью. Вот для нас в нашей работе реставраторов, музейных специалистов реставрационных центров в приоритете, конечно, является сам автор и его ценность. Поэтому, повторюсь, мы сейчас говорим очень много о консервации, и мы пытаемся сейчас, собственно, сфокусироваться на том, чтобы сохранить то, что мы сейчас имеем. А следующим этапом, и этот этап наступит не очень скоро, поскольку стоит очень много работы именно консервационной, следующим этапом мы уже можем говорить об этапе реконструкции, восстановления и какого-то. Поэтому для нас очень важно было бы иметь какие-то базы фотографические, чтобы нам тоже понимать, с чем мы будем работать. Пока мы просто пытаемся осознать, что у нас есть и с чем мы будем иметь дело. Допустим, если работу можно восстановить, насколько я знаю, не знаю, если я ошибаюсь, то поправьте, верно ли, что если 30% оригинальной работы остается, то картина считается оригинальной, а если все остальное, а если более того, допустим, там какая-то очень маленькая часть работы сохранилась, а все остальное, допустим, доделал реставратор, то это уже работа не считается оригинальной? Это реконструкция, конечно, тем более очень важно, какая именно часть композиции утрачена, основная или второстепенные какие-то края, произведения. Там вполне зависит и от этого многое. Повторяю, это коллегиальное решение, оно не персонализированное, что реставратор сам решает, как он делает. Это общее решение, исходя из множества факторов. Совершенно верно, Светлана сказала. И сохранности, и наличие, если у вас уничтожено, не знаю, архивных снимков, лицо, и если есть данные, на которые можно опираться при реконструкции, или если их нет, то есть в чем целесообразность и где она, собственно, будет иметь место, эта реконструкция, а где-то, повторюсь, может быть, археологический вариант будет наиболее грамотным и наиболее
таким, собственно, правильным в данной там конкретной вещи. А у пострадавших именно, работ именно в огне, там своя как бы специфика, да? Допустим, работы какие-то там даже от воды могут испортиться там или от каких-то других факторов, да? Да. А вот именно от пожара там, наверное, своя специфика работы Здесь, с этими конечно, факторы вот этой высокой температуры, огня, некоторые обугленные, вот эта вот сажа, которая микронные частицы имеет, она сложно удаляется впоследствии из произведения, поскольку она имеет такую тенденцию опускаться. Ну и к тому же средства пожаротушения, которые способствуют и разложению и лака, и красочного слоя. То есть это самый сложный случай, получается? Связующего в красочном слое. Или, как говорится... Здесь можно сказать, что каждое произведение, оно индивидуально. Здесь как-то отчасти нас с докторами сравнивают, поскольку у каждого произведения свой состав грунта, красочного слоя и прочие технические характеристики. Совершенно верно. И поэтому здесь невозможно давать каких-то таких рецептов. Это на основе исследований, технико-технологических, и визуальных, и лабораторных химических анализов. И впоследствии в основе сбора этих данных уже вырабатывается методика, а также проб, естественно, реставрационных проб, которые дают или не дают результат. Вот идет поиск работы. Ну и, собственно, я хотела добавить, что тут еще сейчас мы имеем дело. У нас есть как графические работы, у нас есть фотографии, у нас есть картины, написанные маслом, у нас есть темперные произведения, и все они там разного периода, начиная там от 20-е, 30-е, 70-е годы. Собственно, тут как бы единого рецепта нет, но, конечно, высокие температуры, потом вода, пожаротушение. То есть тут большой спектр очень такого негативного воздействия, разрушения. Оно имеет свою специфику, с которой, собственно, и предстоит работать. У нас есть примеры сотрудничества между театрами, там, в сфере театра, там, музеев, но не слышала, чтобы сотрудничали именно вот в сфере реставрации. Вот то, что сейчас как бы выпало на нашу долю, вот, как говорится, потому что вот был такой случай, да, нехороший, но иногда говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Да. Вот, как вот вы думаете, вы сказали вот до этого, ранее чуть-чуть, что это и для вас, как для специалиста, интересно, и с точки зрения, может быть, профессиональной и так далее, и для опыта как-то интересно. Но как вы думаете, вот в этой сфере дальше работать было бы интересно, было бы перспективно? Что вы думаете вот об этом? Ну, вы знаете, как бы коллегиальная работа – это всегда очень ценный опыт, причем для всех, поскольку и получать знания, и отдавать знания – это невероятно ценно, интересно и важно, поскольку мы все тоже замкнуты в каких-то своих кругах. У нас у каждого есть своя специфика, как специфика, связанная с периодами, вещами, с которыми работаем, так и методологическая специфика, специфика использования материалов. И вот этот синтез и обмен, он всегда является очень ценным. Даже не только на таком уровне, даже на уровне специалистов, которые узко сфокусированы, как реставраторы бумаги, реставраторы там тканей, реставраторы живописи. Даже и этот коллегиальный обмен невероятно ценен. И обогащение, оно всегда приносит обоим сторонам очень много ценного опыта, который складывается в нашу копилку в наших знаний, который мы потом можем нести дальше и делиться. Поэтому в этом смысле, конечно, безусловно, в любой области, начиная от музееведения, каталогизации, хранения, фиксации материалов, систематизации ее и так далее, весь спектр, собственно, не только реставрационный, но и предреставрационный, и там на уровне, повторюсь, анализа материалов, плюс исследовательская работа. Все это в комплексе, конечно, очень ценно. Необходимо, я бы сказала. Вам интересно работать здесь, вот с этими экспонатами? Как ваша специфика, вот, допустим, непосредственно вот в этой работе поменялась от того, чем вы занимались привычно там у себя? Безусловно, нам интересно, и собственно говоря, главная наша задача — помогать.
помогать в сохранении наследия. Мы все очень рады были приехать и начать эту работу. Собственно говоря, опыт, конечно, работы с такими повреждениями у нас есть, и это будет еще какой-то дополнительный опыт и знакомство с коллегами местными. Да, у нас, кстати, я думаю, что оно в перспективе обязательно будет осуществлено. Обучается молодежь. Вот этому делу в российских вузах, кстати, и кто-то уже здесь находится. Но так как вы говорите, и оборудование, и материалы, возможно, где-то с финансированием у нас слабо и не могут пока раскрыться, но тем не менее, я думаю, что вот абхазским коллегам вашим тоже было бы интересно там повзаимодействовать, понаблюдать даже, да, за тем, как строится работа. В данном случае важнее всего, вот даже в любой мастерской реставрационной, неважно по какому профилю, мы обязательно все решаем советом. То есть коллегиально, советом. И поэтому совет – это главная помощь. Обсудить, посмотреть на проблему с разных сторон и, сказать, принять правильное решение. Так что, я думаю, это первоочередная помощь будет. Ну, оборудование, конечно, тоже необходимо. Ну, надо добавить, что смысл профессии реставратора, он, собственно, и заключается в сохранении, созидании, каком-то пролонгации жизни произведений. Поэтому мы сейчас, с одной стороны, находимся в очень естественной для себя среде, просто объем того, с чем мы столкнулись, сейчас вынуждает нас как бы и с теми сроками, которые мы имеем, вынуждает нас тоже переосмысливать и как бы быстрее принимать решения и какие-то вот такие экстренные меры. Но то, что мы находимся в своей среде, занимаемся своим делом, и мы можем его как бы им поделиться и помочь, для нас это очень ценно, и какое-то ощущение вот этой правильности происходящего, оно для нас очень важно сейчас. Ну и вообще, мне кажется, вот сотрудничество, да, между странами, тем более вот между такими близкими, дружественными, все это, если вот делиться своим мнением, наверное, все-таки важно и приятно. И еще одна сфера, которая затронута, да, вот таким сотрудничеством, мне тоже кажется, что это позитивный такой момент. Это правильно, и вот такой вот случай помог нам встретиться, и будем продолжать сотрудничество по возможности. Если говорить о том, что вот сейчас в ближайшие шаги, да, вы сейчас пойдете опять в библиотеку смотреть картины и продолжать свою работу? Совершенно сейчас верно. Происходит вот именно практический процесс, который, да, направлен на... Но я очень рада, что вы нашли время, что я, вернее, смогла вас чуть-чуть отвлечь и привлечь к этому разговору, очень приятному, очень полезному. Я надеюсь, наши слушатели тоже оценят, о чем мы поговорили, и насколько это важно, и действительно, какое хорошее и важно для нашей страны дело вы делаете. Спасибо вам большое. Спасибо. За вашу работу, за то, что пришли к нам. Я напомню, что мы говорили с российскими реставраторами, которые приехали в Абхазию, чтобы оценить возможности восстановления пострадавших от пожаров ЦВЗ картин, Светланой Горбуновой, заведующей реставрационной мастерской масляной живописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря, и Александрой Орловской, художником-реставратором высшей категории Государственной Третьяковской галереи. Спасибо. Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.